Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалям аля расулиллах. Рамадан, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объявлял о начале Рамадана, как-то раз он обратился к своим сподвижникам и сказал: «Шахру атакум Рамадан», пришел к вам месяц Рамадан, и самое первое, о чем он сказал следующие слова: «Атакум Рамадан», пришел к вам Рамадан, шахрун мубаракун фи. И этот месяц, месяц бараката. На самом деле, дорогие братья, Аллах Тааля дает нам возможность встретить Рамадан, жить в этом благословенном месяце, и это Его милость и подарок нам. И каждый мусульманин, он должен радоваться тому, что Аллах еще раз дал ему возможность жить в этот великий месяц. И в этом месяце Аллах собрал для нас очень много бараката. Это баракат и в поклонениях. Вкус поклонения в месяц Рамадан невозможно сравнить с поклонением в других месяцах. Это и приобретение знания, и чтение Корана, это и поминание Аллаха, это и дуа. Поэтому Аллах Тааля, машаллах, собрал внутри этого месяца очень много бараката. И один из видов этого бараката в том, что Аллах прощает в этот месяц своих рабов больше, чем другие месяцы. И поэтому мы должны сделать все, создать все причины, чтобы Аллах простил нам наши грехи. И мы с вами знаем хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к минбару и начал подниматься, он наступил ногой на первую ступень и сказал амин. Сподвижники не знают, что происходит. Они не знают. И только пророк знал, почему он говорил амин. Когда он наступил ногой на вторую, дошел до второй лестницы, ступени, он снова сказал амин. Когда он наступил на третью ступень, он снова сказал амин. Потом, обращаясь к людям, он сказал: «Ко мне пришел, спустился с небес ангел Джибраиль. И когда я наступил на первую ступень, он сказал: рагима анф», то есть это арабское выражение: «Да покроется твой нос пылью, грязью». То есть в значении: «Да опозорит тебя Аллах», опозорит его Аллах. Кого? Первая дуа Джибраиля. Он сказал: «Да опозорит Аллах того, кто услышал имя твое и не воздал за тебя салават». Потому что каждый мусульманин, он любит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем свою любимую жену, мужа, детей, родителей, чем больше самого себя. Это есть суть имана. Мусульманин не сможет стать мусульманином, пока не полюбит Аллаха и его посланника больше, чем кого-либо, даже больше, чем себя. И поэтому в знак почтения, уважения, любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, каждый раз, когда мы слышим его имя, даже вот сейчас вы слышите его имя с моих уст: Мухаммад, пророк, пейгамбер, Аллахның эльчиси, на каком бы языке ни говорили, мы сразу должны сделать дуа за него. А дуа за пророка — это и есть салават. То есть обратиться к Аллаху и попросить, чтобы Аллах поприветствовал и благословил своего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому каждый раз, когда мы, имамы, произносим его имя, мы говорим алейхиссаляту вассалям.
саллаллаху алейхи вассалям, Аллахумма салли аля Мухаммад. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещал, что за каждый салават, который мы возносим за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах 10 салаватов, то есть вернет нам 10 салаватами. Поэтому первая ступень, Джабраиль произносит вот эти слова. И на что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: амин. То есть самый лучший ангел обратился к Аллаху, и самый лучший не только человек, а самое лучшее создание сказал амин. Поэтому никаких сомнений нет, что эта дуа примется. Дальше пророк рассказывал: когда я наступил на вторую ступень, Джабраиль сказал следующие слова: да опозорит Аллах того, кому Аллах насип итте, кому суждено было по жизни увидеть старость его родителей, и он не вошел посредством служения им в рай. То есть, если кому-то Аллах дал такую возможность увидеть живых родителей именно в старости, когда они уже потеряли свою молодость, когда они уже стали бабушкой, дедушкой и начали нуждаться в помощи детей, вот если в это время дети не будут служить родителям и не заработают рай посредством служения им, то бу балаларда үміт юк. И поэтому Джабраиль сказал: да опозорит Аллах их. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: аминь. И когда он наступил на третью ступень, Джабраиль сказал следующие слова: да опозорит Аллах того, кому Аллах дал возможность жить в Рамадан. И, получив эту возможность, он не очистился от своих грехов. То есть Аллах дал ему 30 дней, может быть 29 дней. Дал возможность поститься, выстаивать ночные намазы, таравих, обращаться к нему с мольбами тот месяц, когда Аллах принимает эти мольбы. И, несмотря на все эти возможности, которые Аллах ему дал, он не был прощен. Аллах простил бы его, но он не был прощен, потому что он не искал прощения. Он не старался снискать довольство, прощения Аллаха. Он ничего не сделал. Поэтому тоже букшедамет юб. И Джабраиль сказал: да позорит его Аллах, да покроется его нос, лоб пылью. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: аминь, аминь. Поэтому, дорогие братья, жить в Рамадан – это великая возможность снискать довольство Аллаха. Все возможности есть. Таких возможностей нет ни в Шауале, ни в Шахбане, ни в Раджабе, ни в Мухаррам, ни в одном месяце, а может быть даже во всех месяцах вместе взятых. Такой возможности нет, чтобы добиться прощения Аллаха. И Аллах дает все. Мы постимся. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман сама Рамадана иманан вахтисабан», кто постился в Рамадан верой, то есть основываясь на веру в Аллаха, в судный день, вахтисабан, и надеждой, вера и надежда. Надежда на что? На милость Аллаха, на Его довольство, на Его прощение. И кто постился в Рамадан верой и надеждой на Его прощение, на Его милость, гуфира ляху ма тақаддама мин дамби, простятся ему все его прежние грехи. Все, что он совершал до этого, Аллах ему простит. Поэтому это достоверный хадис, дает нам прекрасную возможность поститься ради довольства Аллаха, и, альхамдулилля, Аллах обещал нам за это прощение. Даже если Аллах не обещал бы нам других достоинств месяца Рамадан,
других достоинств поста, вот этого хадиса нам было бы достаточно. Потому что избавиться от грехов, очиститься от грехов, это, дорогие братья, такая милость, ценность которого многие просто не могут понять. Многие не могут понять, потому что именно грехи – это начало всех наших бед, это основа всех наших страданий, и это причина всех наших лишений. Вот иногда мы что-то у Аллаха просим, но почему-то Аллах нам не дает. И мы не понимаем, что между нами и нашими просьбами, дуа, и между Аллахом стоят, не знаю, бетонной стеной, забором наши грехи. А иногда даже просить не надо у Аллаха что-то, просто надо убрать эти преграды. Риск, твой удел, он сам пришел. Он уже давно там, но он не может пробраться к нам через наши грехи. Поэтому очень часто лучше уделить внимание на прощение наших грехов, чем просить у Аллаха: Аллах мне дай это, Аллах мне дай то, Аллах мне дай это. Иногда просто надо оставить это и попросить у Аллаха прощения. И Аллах, если простит, дорога очистится, и твой удел, он сам найдет тебя. Баракат, который ты потерял, он сам вернется к тебе. Он вернется сам. Просто нужно очистить дорогу. Когда Умар ибн Хаттаб, радийаллаху анху, один из праведных халифов, когда пришла засуха, он собрал весь народ, и они вышли в пустыню попросить у Аллаха дождя, истисқа называется, да? И когда он, как предводитель всего народа, вождь, президент, не знаю, как бы халиф, когда он обратился к Аллаху, он ничего не сказал про дождь, он просто попросил прощения. Он сказал: Аллах, ты прощающий, прости нам наши грехи. Аллах, прими наше покаяние, ибо ты принимающий покаяние. Он просто долго просил у Аллаха прощения, но ничего про дождь не сказал. Ни одного слова не вымолвил про дождь. И все ушли домой. Так и не попросили у Аллаха дождя. Но Аллах им отправил обильный дождь. Альхамдулилля, Аллах дал им плодородный дождь. И люди удивились, как? Он не попросил у Аллаха, он не просил у Аллаха дождя, Аллах дал нам дождь. И они пришли к Умару и спросили об этом. И тогда Умар ибн Хаттаб сказал: я не стал просить у Аллаха дождя, но я попросил у него то, что приводит к нам дождь. То есть я попросил у Аллаха прощения. Это сурату Нух. Сурату Нух, когда Нух, алейхиссалям, сказал: «Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара». И я сказал людям: просите у своего Господа прощения, ибо Он прощающий. И если Он вам простит, юрсилю самаа алейкум мидрара. И Аллах не спошлет на вас с небес обильные дожди. То есть вся проблема в этом. Нужно очистить дорогу. Почему у тебя дуа не принимается? Столько ты просишь у Аллаха. Да у тебя грехи мешают. Надо очистить дорогу. Попроси у Аллаха прощения. Поэтому некоторые даже говорят, когда просишь у Аллаха, когда грешник обращается к Аллаху и просто восхваляет Его, то есть субханаллах, это тоже великие слова, но это как миск, это как духи. Но грешнику нужно мыло, а не духи. То есть сначала его надо отмыть от грехов. И поэтому нужно начинать не с духов, не с благовония, потому что если ты весь грязный, весь потный, как бы тебя там дорогими духами не намазывали, все равно аромата того не будет. Так ведь? Поэтому невозможно скрыть твою грязь просто духами дорогими. Надо очиститься от грязи. А потом, может быть, духов даже, может быть, не надо будет. Это просто уже как добавок. Поэтому сначала ученые сказали, грешнику нужно мыло, то есть истигфар. Истигфар, он должен просить у Аллаха прощения. Поэтому
дорогие братья, очень важная часть дуа. Во-первых, про дуа, несколько слов. У нас еще 3 минуты. Берегите 2 момента благословенных для дуа. Первое – это сухур. Нет лучшего времени для дуа, для истигфара, чем сухур. Пока вот не зашло время утреннего намаза, вот это как раз то время, когда Аллах ждет от нас. Нет ли просящих у меня прощения, я бы простил им. Я бы простил им. Нет ли таких? Поэтому нужны такие люди, которые будут просить у Аллаха прощения. Аль-мустагфирина биль асхар. Аллах в Коране сказал, те, которые просят прощения во время сухура. Время сухура перед утренним намазом, последняя треть ночи, это самое великое время для прощения грехов. Поэтому для дуа, если хотите, у вас есть проблемы, в это время просите у Аллаха. И Аллах, иншаллах, примет. Второй момент. Пророк ﷺ сказал, у постящегося примется его дуа, простятся его грехи, когда наступает время ифтара. Осталось каких-то полчаса, 20 минут, 10 минут. Оставьте свои телеграммы, ватсапы, оставьте эти бесконечные, иногда бесполезные какие-то там переписки, какие-то ненужные чтения. Обратитесь к Аллаху. Вот даже я часто замечаю, братья приходят, машаллах, пораньше на ифтар, но они не занимаются дуа, истигфаром, чтением Корана. Общайтесь с Аллахом. Приходите в мечеть для общения с Аллахом. Оставьте всех, все, погружайтесь. Вот займите, может быть, в этом-то и прелесть первого ряда. Ты никого не видишь, ты там на первом ряду. А когда ты там будешь сидеть, всех увидишь. Со всеми здороваться надо, обняться надо. Как дела, брат, там? Как у тебя дети, жена, машина, как там? Новую не купил еще. То есть все, вот этим мы занимаемся. У тебя силы иссякли, ты целый день постился. Ради кого? Ради него. У тебя во рту пересохло, губы пересохли. Вот расскажи об этом Аллаху. Скажи, о Аллах, если я к вечеру потерял силы только ради тебя, прости меня. Если у меня во рту пересохло, только ради тебя, мы же не из-за болезни у нас во рту пересохло перед ифтаром, не из-за болезни, не из-за каких-то других причин, только ради Аллаха, потому что мы постимся. Вот скажите это Аллаху и попросите у Аллаха, и Аллах простит нам наши грехи. Просите за братьев, за сестер, за родных, за родителей, за живых, за мертвых, усопших, за всех просите. Поэтому это милость Аллаха. Вот такой вагаз испортили машинами. Мерседес, микроавтобус 065, черный, закрыл дорогу. Может, уже открыл? Дорогие братья, еще раз, при парковке уважайте братьев. Оставляя машину на проезжую часть, вы нервируете всех жильцов, всех проезжих. Я сейчас не про этот автобус говорю. Кто хозяин автобуса 065, выйдите черный, уберите машину. А вообще вот каждый раз, когда ставите машину, ну пускай вот на фучика куда-нибудь ставьте, пешком пройдетесь, иншаллах. За каждый шаг награду получите. Поэтому обратите внимание, ради Аллаха прошу, на парковку машин. Не причиняйте людям вреда. Кто-то пришел награду заработать, а может грех заработать, если кому-то дорогу закроют и так далее. Джазакумуллах хайран.